Вторичная переработка отходов становится сегодня в России приоритетным направлением государственной политики. Та концентрация веществ, которая содержится во вторсырье и которые можно применять в промышленном производстве, порой во много раз превышает аналогичный показатель в природных ресурсах. Однако максимально использовать его мешает серьезная проблема. В стране отсутствует централизованная система раздельного сбора мусора. Сейчас в нашей стране серьезно подошли к проблеме вторичной переработки мусора и утвердили во всех 85 регионах страны территориальные схемы обращения с отходами. Как реализуется эта схема, какие трудности и проблемы встречаются, мы поговорим с руководителем компании «Технопластик» по производству урн Геннадием Бубенчиковым. Геннадий Сергеевич, здравствуйте. Доброе утро. Сортировка мусора в Якутии, да и, пожалуй, в целом в России, да, это что-то новое, наверное, непривычное. Да? Вот ваша компания занимается производством и установкой урн как раз-таки для раздельного сбора мусора. Вот насколько вообще это востребовано, вот, по вашему мнению? Ну, это востребовано. Это вообще острый вопрос. Как по стране, так и в Якутске. С каждым годом заказов приходит все больше и больше. Количество урн, очень разные запросы. У всех разный мусор. У кого-то просто бумага А4 в офисе, а у кого-то там коробка от пиццы. Поэтому урны мы делаем под требования заказчика по желанию. В прошлом году вышло распоряжение окружной администрации, согласно которому с 1 февраля 2018 года на территории Якутска должен был быть организован раздельный сбор отходов. Как мы помним, тогда по городу были установлены контейнеры для приема пластика, но дальше дело не пошло. Как вы считаете, почему? Не пошло, потому что объемы маленькие. Нужно было не 11 ставить, а 200 урн. Потому что мусороперерабатывающая организация – это индивидуальный предприниматель. Соответственно, он должен что-то заработать от объемов. 11 урн – это очень мало. Поэтому оборудование дорогое, электричество дорогое, поэтому ему нужны были объемы. За счет объемов он бы отбивал себестоимость оборудования, там, зарплату работникам и, соответственно, что-то заработал. А население готово к раздельному сбору Население мусора? готово, потому что мы на практике проверили, погрешность 2-3% попадает, допустим, в отсек пластик, какой-то другой мусор, это допустимая погрешность 2-3%. Но, тем не менее, все равно есть такие люди, да, скептики, которые все-таки считают, что такой сбор, он бесполезен, ведь все-таки в итоге он попадает в дальнейшем на одну и ту же свалку. Да? Вот так ли это вообще на самом деле? Опять же, повторюсь, в Якутске есть мусороперерабатывающая организация, называется она «Экопартнер». Ему никакого нет смысла вывозить на ту же свалку, потому что он заинтересован, чтобы мусор сортировался, и он, соответственно, его прессует, здесь подготавливают к транспортировке, отправляют в тот же Хабаровск, и Хабаровск ему платит за это деньги. Поэтому нет никакого смысла отправлять мусор куда-то там на свалку. А кто в Якутске вот именно занимается утилизацией отходов? Экопартнер, да? Ну, а если говорить о горожанах, все-таки как побудить, пожалуй, большую часть граждан, да, вот именно сортировать мусор, то есть выбрасывать его не как раньше было принято, в общую урну, да, а вот сортировать его. Вот. Это же приходится не делать не на улице, а уже дома подготавливать пакеты, чтобы проще это было. Пошел, выкинул один пакет, второй, третий. Вот как побудить все-таки людей на это? Ну, можно же сделать, если бюджетный вариант, можно же несколько ведер поставить, правильно? А можно бюджетную урну сделать для дома, для кухни компактную очень. И это же интересно сортировать. Мы у себя тоже сортируем в офисе, и потом берем и сами отвозим туда, к ним, на мусороперерабатывающую их базу. А как повлияла мусорная реформа на ваше начинание, вот помимо того, что вы сами разделяете мусор? Ну, как она повлияла? Как вам сказать? Ну, идет популяризация только. Все на ошибках учимся, отрабатываем эту схему, как она должна взаимодействовать. В принципе, и все. А вот, наверняка вы мониторите ситуацию в целом, не только по России, но и в мире, да, вообще как развивается вот эта вот реформа, если говорить о России, и как она за рубежом уже развита в других странах, где, насколько она эффективна, да, предположим, там уже давно, где собирают мусор по раздельности? Ну, за рубежом, конечно, там все развито потрясающе, там все это давно работает, нам только у них учиться и учиться. Ну, в России пока с этим тяжело, но, тем не менее, к этому все стремятся.
Это очень острая проблема. Представляете, вот статистика показывает, что один человек вырабатывает мусора в год 400 килограмм. Умножьте это на численность населения и получите цифру в год. Это очень много, большой тоннаж, большой объем. Вывозить это на полигоны нет никакого смысла, потому что все, что вывезено на полигон, это уже нельзя будет переработать. Оно будет там картон мокрый, пластик грязный, это уже не перерабатывается. А это только там либо хоронить, либо сжигать, ну что-то такое. Поэтому нужно его сортировать, начиная с квартиры, с офиса, чтобы он не доходил до полигона. Ну, до полигона пусть доходит тот мусор, который не перерабатывается, а все остальное можно переработать. А опыт какой именно страны вот вам нравится? Страны и города, может быть, какого-то конкретно, где все Я отлажено? видел сюжет в Германии, как все это делается. Это, конечно, потрясающе. Там все отработано до мелочей. А в России, может, России, да. регион да, какой-то? В России я видел тоже сюжет, там в Свердловской области жителям дают скидку 50% на вывоз мусора, чтобы они только сортировали. Представляете? Ну, я думаю, что это хороший, скажем так, пункт для того, чтобы один из пунктов приучить людей именно к сортировке мусора. Но наверняка существуют еще какие-то иные проблемы именно в этой сфере. Вот какие они? Какие? Ну, давайте начнем сначала, да? Да. Граждане готовы сортировать, готовы. Есть мы, кто производит эти урны для граждан, там, для предприятий. Дальше с урной должен вывозить тот, кто занимается переработкой. Вот там какие-то вопросы, нюансы сейчас утрясаются. Он вывозить не может, потому что есть региональный оператор, и нужно с ним договариваться как-то. Это уже вопрос не нашего уровня, это уже юридические вопросы. И потом уже все это отправляется на переработку, там, ближайший, опять же, повторюсь, это Хабаровск. Ну, а в дальнейшем, в итоге-то что получается? Вот с переработанным сырьем куда оно идет? Где мы его потом повторно можем использовать? Где применяют? Да И везде. кто будет в Якутске готовы у нас использовать, либо мы куда-то будем отправлять по регионам? Не, мы это отправляем, да. Это в тот же Хабаровск отправляют, и там уже перерабатывают. Уже даже было бы неплохо, отсек пластик уходил бы на тот же завод, где из пластика опять сделать гранулы, и опять с этих гранул сделать ту же урну, допустим. Удешевить тем самым и продукцию, и решить проблему с мусором. А как в каждой семье вот можно уменьшить производство мусора? Ну, бытует такое мнение, что не пользоваться там пластиковыми пакетами в супермаркеты, да? Не брать лишние пакеты, чтобы меньше потом мусора было. Поменьше там использовать пластик, там, таскать с собой бутылку воды там, носить, чтобы каждый раз, опять же, пластик этот не покупать. Такое мнение тоже бытует. Стоит ли ожидать тех времен, что как раньше ходили с бидонами, с банками за молоком? Предположим, уже, кстати, есть аппараты, которые и молоко, и воду наливают, соответственно, в собственную тару. Да, в собственную тару, да, есть такое. Ну, я не знаю, как это будет работать на практике, потому что мы же все ходим налегке, и, допустим, хочется попить, ты идешь, увидишь магазин, ты же старое сразу не пойдешь, поэтому приходится покупать. Так что тут трудно сказать, как привить, там, чтобы пакеты лишние не покупать. А помимо производства урн, чем еще занимается ваша компания? Производством изделий из пластика. Это, так как у нас большой частный сектор, это емкости, септики, это те же урны, это фонтаны, бассейны и многое другое, там, вентиляционные фитинги, большой ассортимент. А с какими-то городами, может быть, уже наладили связь? Да, мы отправляем, и заказы у нас идут и из Алдана, и из Благовещенска идут, поэтому уже не только в пределах Якутии, уже Дальний Восток потихонечку осваиваем. А вот установкой урн для раздельного сбора мусора вот в городе занимаетесь только вы, и это будет, по вашему мнению, опять же, это единый какой-то будет контейнер для всех, он будет везде выглядеть одинаково, либо если вдруг будут этим заниматься разные компании, они будут везде выглядеть по-разному, предположим. Ну, и у людей возникнет, ну, скажем так, недовоспринятие, да, того или иного понимания вообще, куда, в какой контейнер выбрасывать. Ну, все идет от обратного. Прежде чем сделать урну, нужно понимать, какой мусор будет отправляться на переработку. В данном случае, на сегодняшний день, это
картон, бумага, пластик, все. Ну, стекло пока не перерабатывается, поэтому вот эти 3 отсека в основном востребованы. Вопрос в другом, какого объема он должен быть, чтобы уборщица не каждые полчаса пакеты меняла, а, допустим, каждый день или каждую неделю. Поэтому тут вопрос не стоит, какой отсек им нужен, тут вопрос стоит, какого объема, какого размера он им нужен. Ну, действительно, я слышал, что даже в Якутске люди сталкивались уже с такой проблемой. Вот когда вот их поставили, да, такие урны, еще год назад в отсек не входил тот или иной мусор, то есть просто не мог поместиться. Вот у них был вопрос, а как его туда поместить теперь в этот контейнер? Да, была такая проблема. Допустим, сейчас мы сделали урну для IT-парка для теста. Они говорят о том, что да, бумага А4 пролазит, но мы очень часто заказываем пиццу каждый день. И вот эта коробка, ее смять, это тоже там проблема. Поэтому мы сделали большой отсек для бумаги и картона. Соответственно, коробка пиццы, она туда спокойно входит. Геннадий Сергеевич, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. А я напомню, гостем сегодняшней программы был руководитель компании «Технопластик» по производству Геннадий Бубенчиков. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.